Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем хотят вам сказать духи вашего рода. Что сказать, о чем предупредить, на что вам указать, либо в чем подсказать. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно обратитесь к духам своего рода за нужной вам информацией. Настраивайтесь, мои хорошие. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, не забывайте об этом. И, пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, о чем же вам хотят сказать? Ну вот она, ракушка, раковина, знаете, такие эти улитки в них живут. И эта ракушка, она перевернулась вверх ногами. Вас призывают наконец-таки выйти из своей раковины, не закрываться от людей, жить, не существовать, а жить. Слишком вы долго были в какой-то аскезе, в каких-то ограничениях. Отошли от людей, отошли от жизни, может быть, даже потеряли интерес к жизни. Вас призывают поскорее из этой раковины выйти. Ваше время закрываться в раковину, оно еще не пришло. Вам жить нужно, жить здесь и сейчас. Причем жить полноценно, на полную. Да, как хотите, так и называйте. Выйдите из этой раковины, раздвиньте стены. Почаще, может быть, в прямом смысле слова, да, выходите просто погулять. Идите туда, там, где люди. Может быть, собирайте людей вокруг себя. Приглашайте к себе в гости. Сами к кому-то ходите в гости. Нельзя находиться в этой раковине. Нельзя. Вы лишаете себя подпитки, вы лишаете себя развития. Вы категорически ограничиваете себя со всех сторон. Знаете, очень много неприятных моментов в вашей жизни происходит именно из-за тех ограничений, которые вы сами на себя накладываете. Духи вашего рода призывают вас выйти из раковины и жить среди людей, общаться, чем-то заниматься, гулять, да, проветриваться в конце концов. Но вот хватит, правда, у вас здоровье очень сильно из-за этого нарушается. Из-за того, что вы постоянно дома, постоянно закрыты, постоянно в каких-то вот стенах, ограничениях находитесь. Так, еще говорят, чтобы вы не бросали что-то, что-то тяжелое, непонятное и сильно вас расстраивающее. Я так понимаю, вы чем-то занимаетесь, либо над чем-то работаете. И, возможно, результата нет, а может быть, результат вообще какой-то негативный идет. Духи рода говорят: не сдавайся, продолжай. До успеха, либо до достижения цели осталось совсем чуть-чуть, буквально 5 минут, 5 дней, может быть, даже и 5 часов, хотя это не факт. Да, но вот идет через пятерку. Пятерочка проходит, вы свое получаете. Если вы сейчас бросите, обидненько будет, обидненько. Так близко вы уже у цели. Если сейчас бросите, значит все перечеркнуть, все труды на смарку. Наберитесь терпения, либо доверьтесь духам вашего рода. Пятерочку эту переждите, и все случится. Все случится так, как вы хотели, так, как вы загадывали, задумывали. Возможно, даже и лучше. Не стоит бросать сейчас, не стоит останавливаться в 5 минутах от своей цели, в 5 шагах от своей цели. Просто чуть-чуть еще поднажмите. Сжавши зубы,
Вперед, вперед и только вперед. Ничего не бросайте, ничего не оставляйте. Вы сильный человек, вы справитесь. Здесь вам просто гарантированно добиться, получить то, что задумано. Но немножечко еще вот надо подождать. 5 идет. Так, смотрите, какой тут зверь красивый. Смотрите, это же львица. Либо пантера, может быть, даже. Смотрите, какой красивый зверь. Хвост такой длинный. Как красиво вас показали. Возможно, это ваш тотем. Так, мои хорошие, что сказать? Вы дикая кошка. Либо дикая кошка ваш покровитель. Значит, мои хорошие, охота. Впереди охота. Охота на желанную добычу. Опять же, вы все разные. У кого-то желанная добыча – это хорошая работа, хорошая зарплата. У кого-то желанная добыча – это достойный партнер рядом. Для кого-то, может быть, получение каких-то документов, каких-то благ. Да? Вы все разные. Нужно будет поохотиться, нужно будет проявить все свои сильные качества. И желательно, чтобы вы немножечко вот прям азарт почувствовали. Замотивируйте себя, пожалуйста, и поверьте, так оно будет и веселее, и успешнее, и больше удовольствия получите. Впереди охота идет. Охота для вас. За кем-то вы будете охотиться, причем удачно, очень удачно. Ну вот она, ваша добыча уже у вас перед глазами. И здесь действительно добыча. Не просто так, да, не впустую. Охотиться, надо охотиться. Все возможно в этой жизни. Главное, желание бы было, да, и усилия чуть-чуть приложить, и вообще все сложится, все получится. Знаете, вот смотрю на вашу отсыпку, и складывается такое впечатление, что вы либо слишком терпеливый человек, либо наоборот совершенно не обладаете таким качеством, как терпение. Понятно, что вы разные, но вот это ваши уязвимые места. Кто-то слишком терпеливый, вот сидит и ждет до последнего, а кто-то наоборот на полпути с дистанции сходит. Надо немножечко эту тему вам проработать, потренировать себя. Ну, либо, возможно, обратиться к специалисту, ну, не знаю, какой-нибудь там коуч, либо психоаналитик, психотерапевт. Ну, сами поищите, потому что явно у вас с этим есть проблемка. Это ваше уязвимое место, это ваше проблемное место. Так, с левой стороны, смотрите, тут человек, но такой красивой, как бы это сказать, ложки, наверное, да, черпак, ложка. У меня в моих родных краях это называется аполлоник. Не знаю, как у вас. Ну вот то, что суп, да, разливают. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот с такой красивой штучкой, либо на ней сверху сидит. Ой, сдается мне, что это очень щедрый мужчина, который будет вместе с вами суп варить, да, каши варить. Опять же, у кого-то отыграется, что человек вас, ну, в прямом смысле слова, будет кормить, содержать, кормить. Понятно, что вы разные, но, возможно, кто-то из вас очень переживает, да, что будет дальше, кто меня будет содержать, кто будет меня кормить. Ответ очень простой: красивый мужчина. Красивый, сильный мужчина будет вас содержать и будет вас кормить. Если у вас вопрос... Так, мои хорошие, ну шутки шутками, но вот правда идет такая информация. Ну вот мужчина с этим большим черпаком, ополомником, не знаю, большая ложка, хотите так называйте, с большим удовольствием будет вас кормить. Ну, либо если вам нужен партнер-компаньон, то ищите мужчину. С мужчиной вы точно сварите не только кашу, но и прекрасный суп. Здесь все у вас хорошо сложится. Так, что дальше? Женщина. Знаете, такая женщина не очень приятная во всех смыслах этого слова. Связь теряет с мужчиной с левой стороны. Может быть, это какая-то ваша соперница, которая, ну, имела виды на мужчину, либо удерживала у себя, около себя мужчину. Вот вижу, что она теряет связь. Ниточка между ними просто лопается, разрывается, и все, и все. Она сама по себе, он сам по себе. Вот для кого-то это долгожданная информация.
Единственное, что это случится чуть попозже, не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем. То есть ближайшее обозримое будущее — это у нас срок от месяца до 3. Да, чуть попозже это случится, но точно случится. Связь между ними точно прервется, разорвется и больше никогда не восстановится. Так, еще мне показывают дивную рыбу, но она чем-то на акулу похожа. Вот как ни крути, с вашей стороны акула. Акула, и это про вас, скорее всего. Про вас, про вашу, я так понимаю, карьеру. Наверное, слышали это выражение «акула бизнеса», да? Люди, которые видят цель, не видят препятствий, да? Либо от жизни берут все и сразу. Вы, либо ваш близкий человек, а может быть, благодаря вам ваш близкий человек очень многого добьется. Но все-таки вас я вижу таким серым кардиналом, который все придумывает, продумывает, разрабатывает всякие там идеи, да, и делает очень классную презентацию. То есть у вас какой-то то ли скрытый талант к бизнесу, ко всяким там рода стратегиям, планированию, там, стратегическому планированию, и вы об этом не знаете. Ну, либо, возможно, вы все прекрасно про себя знаете, но еще не пробовали. Пробуйте, у вас все получится, 100% получится. Так, розочка у вас тут вышла, розочка. Ну, по розочке здоровье, романтика. Опять же, вы разные. Роза с правой стороны в центр смотрит. Улучшение в личной жизни, улучшение в здоровье. Может быть, вы переживаете, просто у вас такой вопрос: да, что будет дальше, что будет с моим здоровьем? Все хорошо будет. Все хорошо, все замечательно. Так, дороги. Дорога. Но здесь дороги одна закрыта, другая открыта. Либо туда, куда хотите, вам пока не надо, идите в другом направлении, либо вам следует подумать хорошенько и передумать. Да, туда, куда вы хотите, пока никак, там блок, там даже могут какие-то неприятности случиться. Вас просто туда не пускают, вам туда ехать не дают, ни ехать, ни идти. Всячески вас блокируют, всячески вас закрывают. Надо действительно посидеть, поразмыслить, может быть, что-то узнать, разузнать и отказаться от задуманного. Есть другая дорога, более широкая, более комфортная, более перспективная, более радостная. Поищите, посмотрите, вы обязательно найдете. Может быть, даже как сменить маршрут. Может быть, в ту же точку, но другим путем. Что хотели на самолете лететь, а вам говорят: нет, едь на поезде. Либо на машине, либо наоборот. В общем, пока не пускают, там закрыто. Есть другой путь, есть другая дорога, другой маршрут, другое направление. Ищите. Тут по-другому и не будет. Вас туда, куда вы хотите, либо тем путем, которым вы хотите, вас не пустят. Опять же, в ближайшее обозримое будущее точно нет. Кстати, у кого-то даже отыграется ситуация судьбу свою в дороге встретить. И да, поэтому вас не пускают туда, куда вы хотите, либо как вы хотите, для того, чтобы вы встретили свою судьбу. Так, еще. Змея ест себя сама. Знаете, поедает сама себя. Тут уже практически ничего не осталось. Голова и кусочек тела. Змея съела себя сама. Человек, недоброжелатель, какая-то злюка, человек, который, может быть, вредил, пакостил вам, ошибки допускает. Ошибки очень важные. Я бы даже сказала, катастрофические ошибки допускает и сам себя и изничтожит. Вот вам ничего делать не надо, все, что вам надо, набраться терпения и просто дождаться своего часа, чтобы прийти, я не знаю, пальцем ткнуть или ногой пнуть. Да, такой момент придет, он точно будет. Вот. Конечно, вас сейчас расстраивает, что человек не наказанный, либо с человеком ничего не случается, и вам очень хочется призвать человека к ответу, либо, возможно, отомстить. Но наберитесь терпения, все будет. Причем человек, вот этот ваш недоброжелатель, враг, он все сделает сам, без всякого вашего участия. Змея сама себя съест 100%. Вот как ни крути, сама себя ест.
Вот. Ну, а вы об этом узнаете, увидите, придете, не знаю, пнете. Будет. Такое будет, точно будет. И это событие, оно не за горами. Там, кстати, очень быстро все произойдет. Очень быстро. Но человек уже много ошибок наделал. Как сам себя, да, закапывает. Ну, скоро закопается полностью. Так, смотрите, с левой стороны у меня какая прекрасная, шикарная семья. Тут и взрослые, и дети, и даже собака вышла. Куда-то уходят, от худшего к лучшему уходят. Переезд, переселение, иммиграция, а может быть даже и как возвращение с иммиграции. Ну вот все вместе с копом люди будут куда-то ехать, переезжать, приезжать и заново все начинать. Вижу, что от плохого уходите. Слева идете направо. От плохого уходите, в хорошее приходите. Я даже больше вам скажу. Здесь уже все решено за вас. У вас именно будет так складываться обстоятельства, так дорожка судьбы вас будет вести, чтобы вы из худшего в лучшее перешли. Да, возможно, у вас там решения одни, планы одни, но сверху лучше видно, что для вас хорошо, что для вас плохо. Здесь вот как под контролем не только духа вашего рода, но и самих небес у вас дороги. Одни схлопываются, другие открываются. Но вот вижу, что от худшего в лучшее идете. Все вместе. Одна большая семья. Все вместе. От худшего к лучшему идете. Так, здесь вижу в центре вы висите, как подвешенные к чему-то, к кому-то, к столбу, к дереву. Да, и очень сложно выбраться. Как парализовала даже, возможно, как связала по рукам и ногам. Плюс над вами огромная сова. Ну, по этой сове 100% была магия. Магия, воздействие, внушение, гипноз, спекуляции, манипуляции, да что угодно могло быть. Но сова гигантская просто. И из-за ее влияния вы вот висите ножками, так, пальчиками ножек шевелите, и все, как парализованы. Парализованы. Ну, что-то было, девочки. Вы все разные, мужчины, вы все разные, но что-то было. Опять же, это не обязательно конкретно магия. Да? Могли люди вас там застращать, могли действительно, пользуясь какими-то там психологическими приемами, ввести в какое-то состояние вот именно парализованного человека. Все могло быть. Вы все абсолютно разные. Но духи рода говорят, ты, говорит, не переживай, тебя кто-то скоро спасет. Спасет с этого вот, не знаю, что это, крюка, да, скорее всего, крюк, либо ветка, может быть, палка, да, тебя снимут, тебя спасут, тебя развяжут, освободят. Не могу конкретно сказать, кто, но то, что вас спасут, это точно. Ну, либо научат, что делать, чтобы снять вот это парализованное состояние. Вот. А что касается этой совы, ну так она с вашей стороны летит. Это вы позволили, вы разрешили. Если бы вы были, скажем так, более разборчивы, либо менее доверчивы, то этой совы бы никогда не случилось. Никогда. Когда вас освободят, пожалуйста, подумайте об истоках вашей проблемы. Откуда это пришло? Когда это пришло? В какой момент? Сделайте правильные выводы, чтобы больше такая ситуация в вашей жизни не повторилась. Смотрите, в правой стороне вот эта гигантская сова. В правой, с вашей стороны. Кстати, может быть даже кто-то из родственников, либо из людей, которых вы любите, обожаете, и жизни своей без этих людей не видите. Да, возможно, и от таких людей пришло. Да, надо подумать, надо разобраться. Сова просто справа, она никуда не улетает, она в правой стороне остается. То есть ситуация может повториться, если вы опять дадите слабину, либо будете такие доверчивые, неразборчивые. Так, ну точно, здесь вас спасут скоро. Все будет хорошо. Так, а еще вас призывают быть немножко побыстрее, поскорее в решении каких-то проблем. Где-то вы с проблемами затянули, а это чревато. Чревато, ну, нехорошими ситуациями, да, либо осложнениями.
есть у вас какая-то проблема, либо несколько каких-то проблемок, не сильно больших, не сильно значительных, и вы то ли заниматься ими не хотите, то ли вам некогда, то ли как руки не доходят, и вы все время как отодвигаете и думаете, да потом, да завтра, послезавтра, там, в следующем месяце. Вот говорят, не делай так, иначе потом будет вот эта лавина, проблемная лавина, которая может просто в прямом смысле слова засыпать. Вот. Находите время, либо ищите помощников, кто вам будет помогать решать вот эти вот сопутствующие проблемы, да, ежедневно возникающие. Не стоит их складировать ни в коем случае. Ни в коем случае. Старайтесь все делать сразу, либо совсем разбираться сразу. Это очень важно. Очень-очень для вас важно. Тем более я не вижу здесь чего-то прям ужасного, сложного, нерешаемого. Просто, наверное, вам времени не хватает. Ну, либо желания. Вот. Как бы такой призыв вам оставили. В самом венце коса большая. Коса вправо смотрит, ну, знак хороших перемен для вас. Обновления, перерождения, нового начала. Да, старое умирает, новое рождается. Будут такие ситуации, когда вас ждет действительно обновление, перерождение, переосмысливание и, знаете, как на новый лад, да, что-то пойдет на новый лад. Опять же, от вас это, я так понимаю, не очень зависит, но с другой стороны, это то, что благотворно сказывается на вас и на вашем будущем. Мои хорошие, научитесь новое принимать с благодарностью. И поверьте, что новое всегда лучше прожитого, да, лучше старого. Потому что в старом вы уже все знаете, вы уже все испытали, да, весь опыт получили, все знания получили. Новое, оно всегда к развитию, оно всегда интересно, оно всегда увлекательное. Стремитесь к новому, не живите старым. Вот это даже как подсказка-ключ, да, подсказка-ключ к тому, чтобы менять свою жизнь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.